Друзья, всем привет! На календаре у нас сегодня уже 24 июня. Время уже 4 час утра. И вот мы собрались. Куда? Как вы догадаетесь, с 3 раз. Есть лопата, есть металлоискатель. У Макса вчера спросил. Ну, естественно, кое-какие снасти взял. Все правильно, друзья. Мы собрались ехать на поиски нашей экшн-камеры GoPro, которые утопили весной. В общем, собирался еще вчера, но пошел дождь, вечером не стал ехал, думал, поеду сегодня с утра. С утра тоже был проливной, просто проливной дождь. Закончился только где-то полчаса назад. Время не терял даром, пока смонтировал фильмы, на что уходит тоже очень много времени. Максимум 2 фильма в день. Если бывает даже и 2 не получается, 1 фильм, это как снимаешь, так и монтируешь. Очень долго, очень много материала, ну ничего, потихонечку справляемся. Тем временем у нас уже вот так вот подросла картошечка. Через пару дней надо уже будет окучивать. Ну, не семена разные, всяко разное было. Сборная Союза. Где-то она чуть больше, где-то меньше. Белый идет, провожает. Сейчас белый попробую, папка, рыбу поймать. У братана вон, у брата уже картошка чуть поболее выросла. 2 дня поливают дожди, они дают свой результат. Земля получила влагу и картошка поперла. Так что не сегодня-завтра начну окучивать. Да, белый. Беленький. Вот он. Рыбки просит. Сейчас попробуем наловить рыбки. Заодно и коту что-нибудь. Закончились у нас потрошка. Рыба мелкая уже закончилась. Обычно с рыбалки беру потрошки, варю с кашей. И вот Туман тоже обожает. Сегодня еще последняя порция, так что выезжать надо по-любому. Попробуем добыть свежатинки. Ну а основная цель, конечно, у нас поиск видеокамеры. Металлоискателем буду пользоваться впервые. Опыта у меня еще не было, но Макс вчера объяснил, в принципе, что и как. Так что, надеюсь, справимся. Поехали. Цветочная клумба у нас вот в таком виде. Мариамоль отцвел, тюльпаны отцвели. Но скоро зацветут другие цветы. Будут украшать, будут радовать глаз. Вон Валентина тут посадила вот цветочки, тоже к осени, наверное, расцветут. Делал километр. Надо выкашивать участок. Вот опять уже трава выросла. 1, 2. Ничего не успеваю. Живу один в деревне, семья живет в Троицке. Надо сварить, покушать. Надо одно, надо другое. Но основную часть времени, конечно, занимает монтаж фильмов. Но сегодня мы решили сделать себе небольшой выходной с пользой для дела. Погнали. Ну что, белый? Я поехал? Поехал, да, белый? Красота. Даже не верится, что весь день поливал дождь, проливной просто. Я думал, вода прибудет. Вода просто помутнела. Возможно, она прибудет завтра, послезавтра, не знаю. Но это не зависит. Если здесь дождь, то здесь прибудет вода. Обычно вода прибывает тогда, когда дождь идет вверху вверх реки. А наш дождь даст воду где-то в низовьях. Приехали на место. Вот он пляж. Вот он металлодетектор. Беру с собой лопату. МДшку. Все остальное оставляю здесь. Не рыбачил
по дороге по той причине, прямым ходом проехал сюда, потому что я знаю, если у меня кто-то дернет, кто-то клюнет, это все. Никаких поисков, будет одна рыбалка. Проверим, найдем, прекрасно. Не найдем, ну и судьба, значит, такая. А потом уже к вечерком поедем куда-нибудь, попробуем спиннинг, может мушку, там будет видно. Теперь одеваем экшн камеру на голову. МДшку расправляем. И вперед на поиски. И пусть нам повезет. Ну что, друзья, приступаем к поиску. Вот такой вот металлодетектор Макс мне дал на время попользоваться. Немного он объяснил, как это действует. Так скажем, детектор-трансформер. Курок. Телескопичка. Курок закрываем. Так, у меня сразу же села батарейка, прошу прощения. В общем, вот это включение получается. А нет, включение вот здесь. Включение здесь. Все, включили. Вот оно. Все включилось. Так. Пинпоинт, или как там он объяснял мне. В общем, вон, к железу оно реагирует. И понеслась вот наши елки. Это у нас лопата. Посмотрим. Я понимаю, что камера, возможно, где-то ниже, но искать начнем прямо с этой лощинки. Потому что точно не помню. Вдруг ее замыло прямо здесь, где-то поблизости. Не очень-то я, конечно, владею этой техникой. Я вам скажу честно, друзья, это у меня первый опыт в поисках железок. Какой-то сигнал был. Это, скорее всего, от лопаты. Какой-то сигнал есть. Надо лопату просто подальше, наверное, таскать. Нет, скорее всего, реагирует на лопату. Вот так и будем. Мне кажется, реагирует на лопату. Он везде что-то реагирует. Так, ну здесь по-любому не должно. Ладно, друзья. Походу у меня фигня получается. Что-то оно везде фонит. Просьба, кто этим владеет, напишите в комментариях, что я делаю неправильно. Я понимаю, где-то вот так вот надо делать. Неужели он лопату? О! Первая находка. Первая находка я уже вижу. Это, друзья, вот такая вот фидерная кормушка. Фидерная кормушка.
Вот оно как реагирует. Вот такую вот нашел фидерную кормушку. У кого-то где-то уплыло. Ладно, оставляем пока здесь. Вот, друзья, первая находка. Фидерная кормушка. Вот она как реагирует. Замыло в кусты. Так, это у нас лопата. Так, все подряд снимать не будем. Как вы видите, первую находку мы уже нашли. Все сигналы, как получу сигнал, буду делать включение. Пока выключаемся. Пошел какой-то сигнал. Что-то есть. Какая-то железка есть. Ну, навряд ли. Так, копаем глубоко. Кто-то железный. Ладно, друзья, это походу глубоко. Откладываем в сторону и копаем. А я еще лопату брать не хотел. Ну тут навряд ли на такой глубине. Вот оно. Нашел. Что-то нашел. Сейчас мы посмотрим. Это находка у нас. Вот такая вот алюминиевая тарелка. Вот такая вот алюминиевая тарелка. Молодец. Первая вот она. Все, как мы видим, здесь больше ничего нет. Вот на такой глубине нашли, друзья, тарелку. Еще что ли что-то есть? Тут еще какая-то мелочевка. Что-то он везде сигналы показывает. Нет, так далеко от берега оно не должно. Ладно, пока выключаемся. Так, друзья, вон. Посмотрим, на что реагирует. Показывает вот третья фигня. Сейчас посмотрим. Что-то есть. Вон, я уже нашел. Это вот алюминиевая проволока. Все, нету. Вот, нашел кусочек алюминиевой проволоки. Вот она. Так, оставляем ее к фидеру, чтобы в одном месте было. Вот так вот, друзья, вроде бы дикий пляж, как говорится, ни людей, ничего, здесь никого нет. А нашли уже и фидер. Но фидер-то ладно, может, кто-то с кустов вот так закидывал. Тарелка откуда-то он приплыла. Все, продолжаем поиски. Так, друзья, был сигнал. Откопал вот такую проволоку. Стальная проволока. Прямо в воде. Все, сигнала нет. Вот она. Пошли дальше. Так вот иду метр за метром.
потихоньку. Я знаю, что взял, наверное, лишнего. Камера, наверное, намного ниже, если она даже здесь. По-любому она не могла камнем утонуть. Какой-то сигнал. Проверим. Фигня это все. Может, я не умею им пользоваться. Ну, по крайней мере, где железка есть, оно пищит. Так, друзья, сигнал. Ну и без лопаты вижу, что это опять же кусок стальной проволоки. Все. Вот она. Так что МДшка работает. Четко показывает, где есть какая-либо железяка. Стекла валяются. Вот откуда вот битое стекло здесь, допустим. Ну, вот видите. Это след. Тот мусорный след. Вот везде стекла. Вон стекло опять вот. Тот мусорный след, который оставляет человек после себя, который засоряет нашу природу. По идее, этого быть не должно. Вот, мы продолжаем поиски. Шаг за шагом. Вон мы прошли всего-то буквально метров 30, наверное, еще. Нашли кусок алюминиевой проволоки, тарелку и фидерную кормушку. Это из ценных. И 2 куска стальной проволоки. Так, друзья, помните часть куклы. И вот здесь отчетливо слышу сигнал в кустах. Есть. Что бы это могло быть? Так. Здесь нету. Здесь. Вот здесь что-то есть. Что бы это могло быть? В кусты могло прибить что угодно. Так, пока оставляем. Так. Вряд ли, наверное, камеру, конечно, так глубоко замыло. Хотя вон всякие бумажки. Все. Что-то здесь. А, вон. На этот пакет и среагировал. Он алюминиевый, получается. Вот он. Да. Упаковка алюминиевая из-под Маги. А я-то уже обнадежился, блин. Так у нас, друзья, четкий сигнал. Сейчас мы посмотрим, что тут такое.
Не камера, это точно. Вот она, походу. Да. Просто обычный кусок жестянки. Или что это? Обыкновенный кусок жести, походу. Фигня какая-то. Вот она. Опять мимо. Ищем дальше. Реагирует хорошо. Что за фигня, я так и не понял. Какие-то дырочки. Ну, что-то есть. Друзья, нашел слабый сигнал. Копаю уже минут 10, наверное. Все обваливается. Ну, походу это бесполезная идея, потому что рядом вот вода. Такое вот озеро. И все заливает, все осыпается. Надо будет вернуться сюда, когда будет воды поменьше. Или я не знаю. С водой это дело не пройдет. Что там лежит, хрен его знает. По мере углубления сигнал все сильнее и сильнее. Но копать невозможно. Все осыпается. Вот он. Что-то здесь есть, но пока оставим. Потому что я уже весь мокрый. Потом, если вода упадет, вернемся. Попробуем прокопаться дальше, когда не будет воды. Продолжаем поиски. Так, прошерстил огромную уже территорию. Сигналов не было. Появился вот здесь отчетливый сигнал. Сейчас мы с вами посмотрим, что здесь может быть такого интересного. А вон, вижу уже пивная банка. Вот она. Все. Это всего лишь пивная банка замытая. Вон тоже вроде бы легонькая. А замыла, мама не горюй. Ищем дальше. Так, у нас опять сигнал. Вот тут вот. Смотрим, что здесь может быть. Уже вижу. То же самое. Майонез, кетчуп. Опять мусор. Вот такой вот мусор. И прибор реагирует на него. Потому что в алюминиевой упаковке. А камеры пока нет. Все обыскал уже. Здесь вот куча кустов. Все кусты прошел. Потому что как бы была надежда, что если принесло ее оттуда, вот оттуда, так несло, куда-то могло застрять в кустах. Но, к сожалению, все кусты обшарил. Внимательно смотрел кустик за кустиком. Персонально уделяя каждое внимание. Вот так вот. Ничего. Никаких сигналов. Продолжаем поиски. Так, друзья, нашел какой-то сигнал в воде. Сейчас посмотрим, что там может быть. Что-то впадина такая. Вполне возможно, что сюда могло и замыть. Было бы прекрасно.
Сигнал прямо внутри воды. Так, друзья, копаем. Не знаю, что там, но что-то железное. Вот посмотрим, что там, покопаем. Вот и нашел, кажется, сигнал, откуда шел. Все, нету. Вон, выкопал вот такую, друзья, железку. Это тоже было каким-то грузом когда-то от чего-то. Вот такая вот железка. К сожалению, это не камера. Очень жаль. Вот такие впадины вполне могли быть. Но обычно скатывается. Если здесь где-то задержаться, то вполне возможно. Но обнадежило в прошлый раз. Колун здесь выкапывали. Сейчас выкопали вот такую железку. Глубоко уже было, где-то на полметра примерно пришлось копать. Прибор молодец. Вот тут вот какая впадина прямо возле берега, но, к сожалению, она под водой. И что-то здесь искать, я так думаю, бесполезно. Надо ждать, пока высохнет. Если она здесь. Вон бутылка полной воды. Здесь лежал последний продольник. Пока пусто. Пусто. Даже никаких других железок нету. Поначалу пищало. Чуть ли не на каждые 5 метров. Какая-то проволочка. Тудым-сюдым. Но раньше шел я постоянно. Теперь вон сейчас будет сигнал. Вот она. Баночка, скляночка. Даже с дырочками. Что-то для чего-то это было. На капкан или что тут. Какая-то фигня была. У кого-то уплыла. Неутешительно. Ну где вот ее искать на таком? Хотя она, если вот туда пошла, не могла же она на середину выйти течением. Он уже сколько метров? 300, наверное, уже я прошел. Не подряд, конечно. Сначала шел подряд, а потом такие более заниженные места, кусты. Начал смотреть. Попробую дойти до воды. И попробую в обратном порядке снизу шерстить. Дальше идет вода. Там уж точно не найдешь. Там круглый год вода даже не высыхает. Если туда замыло, то все, считай, пиши пропало. Там уж точно не найдешь. А тут я сейчас вот дойду до конца и попробую вот так вот пошерстить. По крайней мере, у меня тут еще где-то лежит один груз от продольника. Он-то точно не уплыл никуда. Сейчас еще будет сигнал. Вон еще одна банка алюминиевая. Да. Ну что, друзья, вроде все безуспешно. Дошел до конца песка. Это где-то метров 500. Где-то я прошелся по всем кустам. Потерял время. Ничего интересного не нашел. Вот он.
Вот он, конец песка. Дальше идет вода. Попробую еще как-то в солнечную погоду сплавиться на лодке. Но, друзья, я вам скажу, шансы найти минимально. Минимально, потому что если камера даже доплыла и до сюда, и где-то она в воде замыла, то глазами ее не увидишь. А металлодетектор на такой глубине он просто не найдет. Сейчас немного еще пройдусь по песку так зигзагом. Тудым-сюдым. Вон здесь уже все, пошла глубина. Все, здесь уже бесполезно. Если она докувыркалась до сюда, то в этом коряжнике найти уже нет никаких шансов. Печалька. Надежды были, тем более когда МДшка начала давать сигналы на глубине. Копал и в глубине души надеялся. Вот оно, вот. Сейчас откопаю ремень или еще что-нибудь. Ну, увы и ах. Вот сейчас вот так вот по песочку еще пройдусь. Но здесь уже никаких шансов нет. Здесь просто так, может быть, нарвусь на свой груз, который я единственный не нашел. А камера, она где-то, скорее всего, кувыркалась. Я говорю, без ремня бы она, возможно, и где-то замыла ее. Она не такая тяжелая, она легкая, плюс ремень еще парусит. И все. Так что выдвигаемся. О, видите, выдвигаемся обратно. Немножко пройдусь еще по песку. И все, время уже 7. Сейчас посмотрю, сколько время. Комарёв загрызла. И время у нас уже, да, без 27. До 7 еще пройдусь. Часика полтора, хотя бы, чтобы порыбачить. Все, пошли обратно. Друзья, сигнал. Но копать не надо. Я и так вижу, что это опять кусок алюминиевой проволоки. Вот такой вот кусочек небольшой. Берем с собой. Как-никак цвет мед. Смотрим еще. Все, больше нет сигнала. Обшерстил уже весь песок. Шаг за шагом. Ничего интересного пока не нашел. Крышки от винных бутылок. Несколько штук находил. Несколько упаковок еще на поверхности лежали. И больше ничего. Настроение падает. Мне кажется, это безнадега полнейшая. А надежды были. Что уже, идем в сторону лодки. Немножко еще пройдемся и хорош. Походу еще кусок провода. Так и есть. Интересно, откуда эти кусочки проволоки? Ладно бы здоровый. Ну это понятно, кусок железа, это скорее всего обычно такие в кустах на конец сети кидают. Видать, сеть оборвалась или веревка оборвалась и груз замыло. Вон сколько, друзья, прошел песка. Шаг за шагом, вот так вот, зигзагом примерно, где могут быть камера, груз. Ну, в том направлении. Шире оно на центре не пошло. Вот оно так вот где-то здесь вдоль кустов лежит, если она лежит, или уплыла дальше. Тем временем смотрим, с севера идут опять тучи. А тучи не как люди. Тучи как тучи. Скоро может ливануть опять. Сигналов мало. Песок чистый. Что это сигнал? Это
от лопаты к лопате приближаю, сигнал получается. Нету. Скорее всего, все-таки укатилась моя камера далеко-далеко. Почему груз не могу найти? Может, где-то что-то где-то вот пропустил, не знаю. Где-то здесь должен еще один груз, по идее, валяться. Все груза нашел, кроме одного. Один груз-то точно никуда не уплыл. Тем более бутылка порвалась, тогда попала, видать, об якорь. И груз точно уплыть никуда не мог. Его где-то замыло. Чисто для спортивного интереса уже получается. Хоть груз найти. Хотя понимаю, что теряю время драгоценное. Осталось мне буквально часа полтора рыбачить. Я все еще здесь шарохаюсь. Ладно, что уже. Пришли, так поищем. А то уж потом можно будет сказать, что все, к сожалению. Нет, я еще в воде там поищу. Как-нибудь солнечный день. Возьму острогу и прокачусь. Может быть, налимчика найду. А может быть, повезет и в кустах-нибудь или в коряжнике каком-нибудь замечу камеру. Теоретически это возможно. Хотя шансы минимальны.